Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Участковые Амгинского района по горячим следам раскрыли кражу. У 70-летнего пенсионера из квартиры украли телевизор стоимостью 29 тысяч рублей. Подозреваемым оказался ранее судимый 54-летний житель района. Мужчина, взломав навесной замок на двери ветерана труда, проник в его квартиру и, похитив телевизор, скрылся. Похищенный он продал за 10 тысяч рублей. Телевизор изъят и возвращен пожилому жителю села. Еще одна квартирная кража раскрыта в Ленском районе. Вором оказался 14-летний подросток. Однажды утром, когда хозяева ушли, подозреваемый нашел оставленные под ковриком у двери ключи от квартиры и зашел внутрь. В комнате он нашел копилку и похитил оттуда 8 тысяч рублей, которые были предназначены на ремонт квартиры. Похищенные деньги он успел потратить. В селе Сунтар мужчину осудили за угрозу убийства матери 4 детей. В судебном заседании установлено, что преступление совершено с применением кухонного и столового ножей, также топора, в маленькой однокомнатной квартире, где находились малолетние дети. Учитывая, что преступник загораживал входную дверь, применяя при этом в отношении потерпевшей насилие, последняя восприняла данные угрозы реально. Мужчине назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ. В Алданском районе местного жителя осудили за убийство, покушение на убийство и угрозу убийством. Как сообщает прокуратура региона, ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений мужчина, будучи пьяным, во время драки со своим знакомым ударил ножом жительницу поселка Нижний Куранах Алданского района. Потерпевшая скончалась на месте преступления. Второму потерпевшему он нанес множество колото-резанных ран. Свидетелем всех этих преступлений стала знакомая потерпевшей, которой подсудимый угрожал убийством, если та вызовет скорую помощь и полицию. Подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал и отказался от дачи показаний. Но ему это не помогло, его осудили на 10 лет в колонии строгого режима. 3 человека погибли при крушении вертолета в аэропорту города Лукла, откуда обычно отправляются в путь экспедиции на Эверест, рассказывает Татьяна Гамозова. 3 человека погибли и еще 4 пострадали при крушении в аэропорту городка Лукла в Непале. Легкомоторный самолет упал на стоявший на взлетной площадке вертолет. Об этом сообщил менеджер перевозчика, которому принадлежит рухнувшее воздушное судно. Самолет повело вправо, и он ударился о вертолет компании Мананг Эйр. На борту не было пассажиров, только экипаж. По данным местной прессы, погибшие – это пилот самолета и 2 полицейских, которые находились рядом с вертолетом. Раненых отвезли в больницу в Катманду. Полеты приостановлены, причина катастрофы выясняется. Через этот аэропорт к подножию Эвереста прибывают экспедиции, желающие подняться на гору с непальской стороны. Он назван в честь первых покорителей высочайшей вершины мира – Тенцинга Норгея и Эдмунда Хиллари. По меньшей мере 2 детей погибли в американском штате Техас во время грозы, которая принесла с собой торнадо. Подробности в следующем репортаже. 2 детей погибли и более десятка других людей получили ранения во время мощного шторма, который обрушился в субботу на южные штаты США. Очевидцы сообщили о, по крайней мере, 2 торнадо, которые оставили за собой серьезные разрушения. В техасском городке Франклин смерч прошел рано утром в субботу, обрывая провода и срывая со зданий крыши. Некоторые дома на пути торнадо оказались полностью разрушены. 1 человек пострадал, когда его трейлер перевернуло порывом ветра. Погибшие дети, по данным полиции, сидели вместе с родителями в семейной машине в городке Поллок, когда на автомобиль рухнуло дерево. Одному ребенку было 3 года, другому 8. Виксбург в штате Миссисипи пострадал от торнадо тем же вечером. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.